Да. А все ждали этих и морозов, этого снега. Я помню еще в конце октября, когда ожидали первый лед, у нас была большая поездка. И мы готовились, создали группу, переписывались. И вот эти морозы, скачки, как бы, и вот вроде как и морозы, и потом сразу оттепель. Морозы и сразу оттепель. И вот все, вот это ждешь, вот это, блин, когда уже это все замерзнет, вот это, знаете, а сейчас думаешь, блин, да нахрен оно все надо. Ребят, всем привет. Привет с республики Коми, с южной части ее. Вот, боремся со снегом, ребят. За последние сутки 30 сантиметров плюса. Сугробы уже просто мама родная. Недавно пробивался на реку, делал буранки, дороги. Ну, я так понимаю, что все пропало. Дорог нету, так как тут возле гаража-то уже, ребят, ничего не осталось. Естественно, по полям, по рекам все поперемело. Возле гаража, ребят, неспроста. Очередные сборы. Очередная поездка, ребят, едем в Архангельск к пацанам на Белое море за навагой. Да, тоже планировали, конечно, уже давно. Вот, немножко даже переигрывали, потому что у нас минус 13 и в метель, а у ребят на данный момент 29 градусов мороза. А в телеграм-канале пишут, что у кого-то идет дождь и плюсовая температура. Так что вот так вот, ребят, погодка. Но в этом году зимы всем досталось, я так понимаю, и Белоруссии. Братское сердце, если будешь Пашок смотреть, привет тебе огромное. И в Астрахани, да, в общем, везде. Везде, ребята, много снега, морозы. Вот настоящая зима в этом году, как ни крути. Ну, у нас плюс-минус, как бы, удивляться не к чему. Как бы, зима у нас, слава богу, еще какая-никакая есть. Так что, ну да, в этом году снежочек не дает покоя. Вроде как и морозы, но все равно метет. Так, ребят, что, сборы? Жду Олега, едем с Олегом, кстати. Олег, в общем, не сдается. На Печору мы не прошли. Кто смотрел вот этот ролик, когда мы поломались, да, серьезно поломались. Ну ничего, вроде как все получилось. И выехали, добрались, как бы, да. Неприятно, но что, эта техника, она бывает и ломается. И, в общем, в Архангельск поперся тоже, едем, в общем. Так что как-то так, ребят, время 10, начало 11. Олег где-то уже едет с Кирова, забирает меня, и 30 километров, и уходим мы, ребят, на другую трассу, и, то бишь, прям до Архангельска. Утром, я думаю, нарисуемся, встречаемся с ребятами, и, в общем, погнали еще до моря, и еще мотособакой будем заезжать тяжко, потому что нас 5 человек, у нас 2 палатки, и, в общем, много вещей тяжелых. Будем как-то пробовать заезжать. Так что, ребят, очередное кино. Естественно, будет мини-сериальчик. Постараюсь вам показать. В прошлом году я там был, кто смотрел. Вот. Мне очень понравилось, на самом деле. Да, рыбалка скучная, она приедается. Но рыба очень вкусная, ребят. И съездить, половить, угостить всех своих родных, близких будет неплохо. Опять же, с большой компанией, со своими пацанами, уже до боли знакомых. В общем, такие дела. Так что, ребят, 29-й регион, встречай, мы выезжаем. Жду Олега, грузимся. Олег везет свою новую палатку. У меня догружаем какие-то раскладушки, какие-то печки. В общем, что-то типа такого. Я думаю, будет интересно. Поехали. Шепчет, бля. Слушай, ты уже как себе в деревню ездишь, блядь. Да, уже без навигатора. Как оно? Это трасса жопа. Ну, у вас тут получше, чем у нас Получше, было, да. Да. А у них мороз, снега нету. Ближе к лапу. Скопался где-то, говорит, более-менее у вас будет уже. Так что как раз сейчас по свету пройдем уже посидим. Там это почищено? Почистили? Там развернись. Кидаемся, не будешь кушать? Нет, ну тут дома полчаса. Ну, тоже мелко ехать.
Работы даже подойдет. Ну что, ребятки, приехал Олег. Да, везет нам, конечно, на заезды. Блин, метель такая страшная. Пацанов мороз там по 30-ку. Здесь метель. Ну, сейчас закидываемся и поехали. Обедать, говорит, не хочу. Дома поел. Кидаем вещи и погнали. «400 километров пройдено, ребятки. Как будто по Арктике где-то. Опа! Тихо, тихо, тихо. Да, все в снегу. Жесть. Вот так вот, ребята. Новый движок, кстати, да, Олег? Да. Такие дела. Так, по старой схеме, братва. Девочки направо, мальчики налево. Немножко надо возвратиться и заправляемся, в общем, и все, уходим на трассу, на зимнюю. Трасса будет неоживленная такая, опасненькая, но ничего, как-то так. Да, повезло нам с погодой, конечно. Чистенько. Право, что? Чистенько, да. Ну, в общем, как-то так метет, ребята. Ну ладно, что, потихоньку попылили. Так, у нас время, полная деревня. 2 часа. 1000 километров, ребята, плюс-минус. А в Архангельской области будем через час уже, так если разобраться. Едем на моря. Да, едем на моря. $850, ну Андрюха где-то так и говорил, 800-850. Он просто уже... Но мы еще полтинник вот это срежем, и нам еще 130, Вот этот полтинник срежем. да, скорее всего, 130 до залива. Вот у нас. Ну, короче, косарь там плюс-минус. Великий Устюг нам нахуй не нужен, блядь. Дед Мороз, Родина. Ну, вот как-то так, да. Ну, там на связи. Просто он, видишь, один первый кажется 1000 с лишним, М, а другой 850. Ну да, да, да. Но мы там, говорю, мы не будем заезжать в Архангельск. Через 200 метров на светофоре поверните направо на трассу Р-176. Все, попылили.
то уйду. Давай-то уйду, да? Не ходи, говорит, без тебя лучше. Работал я с парнишкой таким. Слушай, ну на языке он вообще жестком. Ты, короче, ему одно, он тебе два вдогонку, понял? Ты ему одно, он два вдогонку. Есть такой. Он прям анекдоты шпарил просто вообще. Такой прям дядька был. Весельчак. Первая у нас остановка. Запланированная заправка. Город Котлас. Я знаю много с Котласа. Ну, всем привет, в общем. Проехали Коряжму, Котлас. Ну, сейчас потихоньку пойдем. Метель. Проезжали метель, вроде как бы там более-менее был, опять метель. Заправились. Так в целом даже ни о чем. Нормально. У Олега новая движка, вообще не ест. Нюхает, да? Нюхает, да? Просто нюхает. Как бы нормально. Но ничего, так. Вот, относительно. Проехали там. Ну, не сказать, что много. Вот. Ну, показывает навигатор будем в час, во втором. Ну, может поменяется, конечно. Ну так, плюс-минус часа в 2 нарисуемся в Архангельске. Так нормально, потихоньку. Одно место было после границы. Километров, не знаю, может 10-15. Стиральная доска была очень ужасная. Вот. Там велись работы боковые, там что-то кусты рубили и, скорее всего, натопталось. А потом более-менее нормально. Ничего, едем. Такие дела, ребята. Так что так. Все потемнело. День увеличился заметно. Вот. Парни ждут, парни на Фоксе, парни готовы. Вот. Так что пораньше приедем, ничего страшного, парни подъедут пораньше. Не будем заезжать к ним домой, как бы, а встретимся на дороге. Вот. Ну и там уже плюс-минус. Может, в кафешку заедем, где-нибудь покушаем. Короче, по настроению у нас с собой и бутерброды, и сало там есть. Вот такие дела. Так что сейчас попрем дальше больше. Так, что-то такие со стритрейсеры туда. Такая, ну, это, конечно, да. Speakerphone.
Спасибо, до свидания. Спасибо, что выбираете уходить, за Добрый вечер. Так, у нас 3-92 заполнено. А вы заправляетесь, надо подождать. А, все понятно. Третье. Заправились. 92 33 литра. Приложение АЗС Лукойл есть у вас? Скачайте клинок. Номер балл 2109 рублей на карте. Ароматный капучино с орешком. Давайте работаем в одну тему. Шоколад, минуточки. Чек распечатать для вас? Так, братцы, ну что, город Еменск, вроде как город, да? Не знаю, если кто местный, подправьте. Очередная заправка. После Котласа проехали мы больше 400 километров. До Архангельска осталось 175 километров. Ну, заправились, осмотр небольшой. Идем уверенно. Резко похолодало, ребят, 26 градусов мороза уже. Здесь прохладно. Выезжали 14, метели, заезжаем 26 уже. И по прогнозу что-то 28 там что-то местами. Сколько время? 11 часов, начало 12. По графику. Короче, начало 2 будем в Архангельске. Ребята там уже тоже грузятся потихоньку. И встречаемся там в определенном месте. Ну и нам еще потом 130, конечно, ходом надо будет до места. Вот. Пораньше заезжаем. Ну ничего. Лучше с запасом, как говорится, чем в упор или там спешить. Да. Пойдем пить чай. Ну, слушай, холодно. Сейчас так чигарим. Что тебе горяченького? Нет, горячий. Нет, налил. Там было еще? Ваше здоровье. О, бомба. Чуть-чуть там осталось, да? Ну как чуть? Это только до туда. Потом до туда, потом еще снегоходом. Так что тут еще у нас кататься и кататься, блин. На целую ночь, на целое утро, блин. Краску тут еле. Так и планировалось еще, но как-то так, блин. Братва стоит, архангельская. Смотри, лютый, я понял. Конкретно. Ой, свои бандиты. Ну тут прям серьезно, слышишь, тут прям сфоткаться можно. Пойдем встречаться. Салам, брат. Что, хотели со светом музыки? Да, очень здорово. Юня, хотели со светомузыкой поучить или распустить? Здорово, брат. Калька. Четко. Наконец. Нормально, что реагирует как надо. Нормально поняла? А? Четко. Так.
Так, ребят, ну что, братцы архангельские встретили. Заезжаем в Архангельск. В общем, не получилось у них загрузиться вовремя, так как мы планировали приехать 16 часов езды. А Олег сделал за 11, все красиво. В общем, едем на базу, догружаемся. Да и время у нас еще рано. Час ночи всего лишь. А планирую приехать где-то к 5. Так что едем на базу к ребятам в гараж. Вот. Там прицеп, все готово уже. Надо просто догрузить все, упаковать и потихонечку пойдем. Мороз снижается, это хорошо. Что-то в районе 20 градусов. Такие дела. Так что все четко. Ну вот, Олег, теперь ты в Архангельске. Путешествуем, бля. Нормально. Ну я здесь был, да. Город город рыбаков. Вот, заезжаем. Сейчас будем проезжать вот знаменитый мост через Северную Двину. В общем, всем, кто с Архангельска, ребята, с этой стороны, всем огромный привет. Вот. В прошлом году я здесь был у вас в гостях, а в этом году тоже. Другим маршрутом, конечно, но все же. Вот этот знаменитый мост. Северная Двина встречает вас. Да, Виталий. Помню, было дело, но знаменитый мост. Вот такие дела. Вот он. Ну, мы уже ее проезжали, эту реку, в Кировской области. В Кировской. Тоже в Архангельске же получается. Так что как-то так. Северная Двина. Да, темно, ребят, ничего не показать особо так. Потому что что не видно. А так как-то вот так оно все. Все нормально, пацаны встретили, все отлично. Давайте, мужчины. Будем за рыбалку. Пацаны. Давайте. Вот так оно. В прошлом году. В каком? В прошлом? Нет, какое число примерно? Такое же? Такое же, да? Так же, да. Я говорю, год, ровно год, говорю, как прошло. И так оно и было, да. Давай. Печора, да.
еще сколько надо? Давай. Да, одну ехали, все, пару пачек. Ребят, ну что, популили, как говорится, дальше. Загрузились, перекусили. Время 3 утра, без 15. Силу маленько покидать начинает. Ну, нормально. Все, дальше больше. 130 до места. Будем проходить Северодвинск. Тоже интересный город. Вот. В общем, как-то так. Все, у нас 5 человек, ребята. Мотобуксировщик. Куча вещей, брикетов. Эти пацаны, мы по окраине все ёбаем-то в объезд, все. И нету таких достопримечательностей, чтобы показать. Ну, ребята тут нам немножко по рации немножко диктуют. Но я здесь дорога это шел, Далек первый раз. Ну, темно, тоже непонятно. Вот. Короче, едем, я не знаю, дорогу, наверное, скорее всего, показывать не буду, ребят, что. Все одно и то же. Однотонно. Вот, уже, наверное, на выгрузке, ребят. Увидимся. Так что все, погнали. Колесо лево не крутится, брат, я. Колесо лево не крутится, переднее. Что колесо переднее? Стояло ему? Дороги, конечно, тут, ребятки, такие опасненькие. Ремонт дороги, лес, гололед. Как бы ночью аккуратно здесь, можно промахнуться. Опять мороз, что-то тут холоднее намного. 100 проехали уже. Время у нас 5 часов. 5 часов, ребята. А там тоже слева буханочка с прицепом стояла, блин. Замерзшая, обмерзшая на озера, где-то хуярят уже. Но рыбачки рыбалят. Опа, плавненько. Соляночка, это хорошо. Домашний борщ, 200 рублей. Кафешка, ребят. Круглосуточная. Нормально. Смотри, какой этот. Прикольно. О, фига, фотоаппараты. Глухарик. Че, щука? О. Нет, судачки. Судаки. Судачки копченые. Такая соленочка. Горячая. 200 рублей.
нормально. Перевести не смогли, дядька на уступки пошел, сказал, на свет выйдете, переведете. Да, такая ничего. Вроде. Разогреемся. Приятного. 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 Туда заезжали, вроде он же был, да? Не помню. Этот парнишка же. Они школа, когда здесь поехали вместе. Машину такую ждали еще. А что он, если что произошло? На тачке там, что произошло? По-моему, прямо. Вот такая кафешка. Круглосуточно можно перекусить. Но надо, ребят, иметь оператора правильного. А у нас здесь разные операторы, не ловили ни один. Или иметь наличку. В общем, нормально. Ну, вкусненько все. Четко. Все, едем дальше. Че, парни там загрузились? Че, стартуем? Да, брат, побежали. Поехали. Нам немножко еще осталось. И будем на месте выгрузки. Вот такие приключения ночные, блин. Без 15:06 утра. Едем еще. Заноси нас. Стриптиз кто-то заказывал? Стриптиз, говорю, кто-то заказывал? Навага она. Стриптиз. Я не Навага заказывал. Навага, да. Навага так навага, чё? Кайфы. Зимние кайфы.
автобус, а это сейчас просто куча и все стоит. Лагает, ну, этот провод надо остановить все равно. Провод не сюда. Я провод. Чайный выпил. Чай сыпется криво уже, да. Сбился там, повисел. Сладкий чай, да. Ой, сигарет удобно себе комиссия. Ну, это окна поляну. Как обычно поезд там. Час, да? Слышишь, Дедуля-то видел такой на поляну, но не на нас, не на лицо. На поляну такой, вот. Занимаем, говорит, места законно купленным билетом, да, Виталий? О, красавчик, правильно. Так будешь лежать? Не? Неудобно будет, бочину набьет. Мне кажется, тебе надо вот так сесть, слышишь? Под жопу, да, поставить вот это и сесть. Ноги вытянуть туда. Вот сюда? Да. И прям туда упирайся головой и балдей. Ну, Саныч, понятно, здесь поедет. Так, ребят, доброе утро, докладываю. Движ Париж, просто сумасшедшая такая движуха. В общем, добрались мы, ребят, до точки выгрузки. Столько машин. Ну, машин, не знаю, наверное, может штук 40. Ну, понятно, все с прицепами. Все потихоньку заезжают. Помимо нас, люди тоже приезжали, загружаются, выезжают. Вот очередная партия, которая стартует на точку лова. Приехали, ребят, еще сумерки были. Просто 15 минут, давай, говорю, вырубимся. Вырубились на 15-20 минут. Ну, стало немножко полегче, потому что очень сильно устали. Пошли вторые сутки. Опять же, ребят, не жалуюсь, просто говорю и рассказываю, как вот эта дорога происходит на рыбалку. Дорога сложная, тяжелая. И вот едут очередные рыбачки. Буранка, ребят, не буранка, а дорога. В общем, дорога сложная на самом деле. Как будто бы чуть больше 1000 километров. Но идешь не какой-то там магистралью, да, а много дороги идешь просто зимником, ребят. Это просто лед. Здесь он почищенный, а местами просто он был очень сильный снег. И вот эта вьюга, буря, было тяжело, конечно. Ну, Олег красавчик довез очередной раз. В этот раз без происшествий, так скажем.
Парни поехали первые. Первая ходка, ребят. Хоть и 5 саней, ну, считая с модулем, но помимо вещей просто разместиться там негде нам всем. Соответственно, ребята поехали первые. Так решили. Андрюха сейчас отвезет, выгрузит, поставит на точку. Парни начнут что-то собирать, какой-то лагерь, ну, палатку поставить первую. Наши вещи еще в машине. Вот, и вернется за нами. Туда-обратно получается 26 километров. То есть это не близко. Потому что дорога накатанная. Быстро не поедешь. Сани кидает. Ну, впереди еще, вроде как говорят, подъемы очень огромные. Но это мы все увидим. Час как минимум, а то и полтора. Будем дождаться Андрюху, грузиться второй ходкой и уже заезжать. Вот такой заезд тяжелый. А так в целом нормально, ребят, все хорошо. Заезжаем на 4 дня, так что время есть, навагу половим. Навага вроде как поклевывает. Столько машин, столько рыбаков. Такие дела. Ну, в общем, как-то так, ребят. Что, быстро все. Там в гараже, тут, там. Доехали. Заехали, покушали. Слава богу, нас накормили. Потому что, ну, сил уже реально не было. Я просто уже все не мог. Меня врубает, блин, я не могу. Как-то надо и с Олегом сидеть. И хорошо рации как-то общались. В общем, как-то так. Все. Сейчас самое главное, что Андрюха съездил, завез, привез, все нормально, без всяких происшествий. Техника новая, у Андрюхи Тафалар, Тундра, Лонг появился. Старый он не продал, выставлял, но что-то говорит, пускай будет 2. Как бы и сыну покататься, и вот сейчас на тундрочке катается, обкатывает ее. Ну, уже обкатал. Там надо ее модернизировать, кофр покупать, сумку. В общем, приводить в порядок ее, и будет хорошая лейбочка. А так не знаю, что сказать, ребят, пока голова, честно, не работает. Заезды такие, они суточные, это очень тяжело. Кто бы что ни говорил, на самом деле это очень тяжко, ребят. Кто знает, тот знает. И туда, нам туда дорога. Все. Уже все, оделись. Короче, можно даже, не знаю, поваляться, что ли, еще. В машине посидеть. Навага. Прошел 1,5 часа, ребят. Парней нету, точнее Андрюхи. Скучно, скучаем. Хотел немножко посмотреть и вам показать, может кому-то будет интересно. Вот, данные рыбаки местные, которые рыбачат на море, используют непосредственно мотобуксировщик. И в основном маленькие техники, потому что буранка всегда накатана. И у них задача заехать только на море, 20-30 километров, завести вещи, отрыбачить там 5 дней и выехать обратно. Вот. Я тоже планирую приобретать прицеп. Понятно, у меня будет он 2,5 метра, потому что у меня буксировщик большой. Ну, вот для маленьких техники вот курганские прицепы вот такого плана. Здесь, я так понимаю, фанера откидная тоже есть. Ну и верхняя вот маленький прицепик вообще, хотя крузачок таскает. Так, 10 машин пройдемся. Ну, Невасик стоит, сразу понятно, рыбачки. Вот стандартные прицепы, которые используют. Вот. Что-то 2,5 метра, скорее всего, да, на 1,5 даже. Это спутник, ну, с таким обрезанным от ветра специально. Завихрение меньше идет. Викинг, ребята. Автомобильные прицепы Викинг. Вот такой указатель, смотрю, вешают. Скорее всего, фары не работают. Что-то проблема, наверное, с этим, с проводкой. Да, видно, что не тает. Завихрение идет, чтобы люди видели. Вот этот спутник.
серия Pro. Ну, что-то типа похожего. Только это... Да нет, в принципе, такой же. Тоже не Васик. 2,5 метра, хотел сказать, пятидверка. Вот такой прицепик. Тоже более интересная вещица. Полностью, я так понимаю, открывается. Сделано из фанеры. Скорее всего, сами делали. Ну, плюс-минус то же самое. Вот. Ну, там вот такой прямой маленький прицепик. Ну, таскают различные машины. Тут не надо каких-то внедорожников там. Вот простой прямой. Видать, небольшая мотособачка. Санями вполне залазит, все хорошо. Это у нас Саранск спецтехника. То, на что гораздо. Тут уже с откидным. Тут выехал снегоход. Да, вот который я показывал. Вот уже вполне залазит снегоход. Видать, ставили сами вот этот. Недавно причем ставили, потому что он свежий. Все грязно, а это прям такой свежий-свежий. Ну, чтобы откинуть, закинуть, выехать. Триллер. Но это уже большой. Это уже 3-метровый, наверное, скорее всего. Тут малютки такие вот тоже. Смотрю, много очень таких малюток. Вот. Так, по двору что-то потаскать. Ну и вот технику, видать, возят. Техника маленькая выезжала отсюда. Тоже я наблюдал. Тоже маленький. Вот. Вектор. Архприцеп. На литье. Ну и вот буханочка. В принципе, многие буханки прям перевозят. Даже смотрю, многие перевозят ребята на ларгусах. Выбирают все это дело. И маленькие миники залазят в эту машину. Там, конечно, их очень много. Но вот в основном такого плана прицепы. Вот опять же небольшой квадратный. Кто-то даже вот на таких открытых передвигает старенький прицепик. Вот, ну в основном вот все вот такого плана, ребята, 2,5 метра. В принципе, сейчас вот перевозили Тафалар Тундру у Андрея, она спокойно зашла. Даже без лишних этих. На быстросъемах сняли сани, чуть сдвинули их и закрылось. Вот такой прямой. Ну, чем прямой лучше, что понятно, здесь стенка большая, но вот соприкосновение ветра вот этого он не режет. И ну как бы тяжко. Дышло, зато смотрю серьезно, задвижное. Тоже интересно. Что за моделька, не знаю. Здесь ну, такого же плана. Вон, пожалуйста, ниссанчик таскает. Здесь у нас Сарянская спецтехника. Прицеп 29РУ. Это походу местные. Камуфлированные такие. Тоже видите, идет, получается, с этим углом. Дышло огромное, такое мощное. Ну, под снегоход. Прям под снегоход. Ну, снегоход спокойно можно перевозить в этом прицепе. Спутник. Вектор. Там тоже открытый какой-то. Вот. Ну, короче, вот такого плана. Это двухосик, кстати. Вектор двухосный. Большой прицеп. Тут прям загрузил. Вот такого плана. Короче, примерно
понимаю, что нужно где-то вот что-то типа такого. Двухосник, он хорошо держит дорогу, но с другой стороны, как бы, под мотобуксировщик, в принципе, две оси и не надо. Под снегоход может быть, под тяжелые вещи. Ну, тут какой-то самопальный, точнее не самопальный, уже борта самопальные делали. Клепали, видать, развалился. Открытого плана. Маленький МЗСА, вот эти, очень зарекомендовали себя именно в лодочных прицепах. Как бы. Вот такой. Это у нас машинка едет. Автосалон Архангельск, улица. Вот это даже в Архангельске делают, я так понимаю. Ну вот такого плана, ребят. Прицепики. Курганские прицепы. Рыбаки едут. Там открытого типа, закрытого. Там тоже высокий. Под мотобуксировщик, видите, ребят, кто на что гораздо. Оказывается, вариантов очень много. У нас появилась Нива с супругой. Как бы я в ней не езжу, ездит супруга. Ну, мы поставили там фаркоп, у нас стоит багажник. Вот, и бывает, что вот, ну, реально нужно что-то по деревне, где и так вот в целом даже куда-то на рыбалку, если съездить, ну, нужно. Лодочный я взял. Вот сейчас тоже думаю, что-то как-то вот так. Потому что, понятно, по местности двигаешься. Завел, поехал. Но вот когда мне какая-то поездочка, вот так загрузился, уехал, скинулся и поехал. Тоже свои кайф. Новые эти локации и так далее. Вот такие дела, ребят. Вот прицепики вот всякие вот такие разные. Так что пишите, может, у кого что был, какой опыт с прицепами. Тоже интересно почитать. А Андрюхи все нету и нету. Приехал тезка. 2 часа не было. Дорога тяжелая, походу. А рыбачки все прут и прут. Все едут и едут. Ладно, грузимся. Так, вторая ходка, ребята. Ну не, мы по-любому бы не уехали, да, Андрюха? Целая вот эта, там целая пачка брикетов, сани точнее, вода, тут вещи, там вещи, бензин. Короче, погнали, прокатимся.
Ну что, ребята, это было нелегко, честное слово. Дорога очень страшная, накатанная в лед, камни, корни, лес, спуски, подъемы. Ну, пробрались сквозь торосов. В общем, стали, ну, как бы в толпу не залезли, на окраине встали, как бы так, чтобы никому не мешать, и нам никто не мешал. Все, добрались. Вторая ходка. Ну и мы приехали. Парни у нас уже тут поставили палатку, уже все, печка. И самое главное, ребята, рыба долбит, и корюха попадается, и навага попадается, так что рыбалка будет отменная. Сейчас покажу. Ну а так в целом сейчас будем ставить палатку. У нас палатка новая, у Олега новиночка, решили ее обкатать. Вот. Без последствий. Не без последствий, конечно. Есть у нас и поломки, и такого плана, и скорее всего что-то будет еще. Сейчас, Олег, не спеши, успеем. Не спеши, говорю, успеем. Вот, ладно, ребят, что, надо ставить палатку, надо раздеваться, надо готовить обед и надо рыбачить. Да, сюда тяжелая дорога, но она того стоит, я думаю. Тут даже побывать самое, что ни на есть. Я второй раз здесь. Такие бродяги тут уже лупят. Всем привет. Саныч, Здорово. есть рыба, да? Конечно. Попробуй. Это навага, ребятки. А это у нас... О, ну это вообще серебро. Как приятно. Все нормально, вы что, обосновались уже? Все четко? Так еще не до конца. Малость беспорядок. Вошли в азарт и все. Все понятно. Пошла вода горячая. Понял. Все, мы тоже сейчас будем делать воду горячую.